Дети семей, пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе, продолжают обучение в лицее имени Исхака Разакова в Кызылкие. Ранее 150 школьников из приграничных сел Баткенского и Лекского районов отдохнули на озере Иссык-Куль и теперь посещают 15-дневные занятия в Баткене. Каково эмоциональное состояние детей, расскажет наш корреспондент. Школьник Адиль Абдирахимов, как и другие дети из приграничных сел Баткенской области, 10 дней провел на озере Иссык-Куль. Теперь же он вновь головой окунулся в учебу. В будущем, как делится Адиль, он мечтает стать солдатом. Он считает, что защита неприкосновенности кыргызской земли – главная цель, поскольку его дом расположен на границе с Таджикистаном. Мы должны защитить нерушимость наших границ и обеспечить целостность нашей земли. В будущем я стану солдатом. Я уверен, что если хорошо учиться, можно всего добиться. Мы очень хорошо отдохнули, было много интересных игр. Мы пели и танцевали, купались в бассейне, смогли расслабиться. Теперь приехали сюда, здесь мы учимся. Педагогический коллектив лицея имени Разакова решил оказать помощь детям из семей, пострадавших в результате нападения с таджикской стороны на границе. 2 недели дети будут изучать все уроки, которые были вынуждены пропустить. Здесь также есть общежитие, где можно жить, предоставляется еда, предусмотрена интерактивная часть и прогулки. Мы хотим, чтобы дети имели доступ к качественному образованию. Мы поделились нашим преподавательским составом идеей привести сюда деток, живущих на границе. Они сразу поддержали. Мы много обсуждали, как именно сможем помочь им. Наши учителя предложили проработать 15 дней бесплатно. Семьям, пережившим агрессию таджикских военных, оказывается повсеместная поддержка. Учителя заявили, что у детей за время отдыха и учебы улучшилось настроение, и они уже открыто делятся своими целями и надеждами на будущее. Не только дети, но и взрослые подвергаются стрессу. Хочется плакать, когда вспоминаешь те страшные дни. Настроение у всех деток на старте этой инициативы было очень подавленное. Сегодня совсем другая картина. Психологи проработали с детьми страхи и внутренние переживания. Теперь они находятся в хорошем расположении духа, смеются и отдыхают. Мы надеемся, что в будущем эти дети будут настоящими патриотами нашей страны. Всего на озере Иссык-Куль отдыхают более 300 детей из пострадавших семей в приграничных селах. Кроме того, частные спонсоры также организовывают различные мероприятия для моральной поддержки детей. Бегаим Бегалиева, Джибек Капарбекова, Нуркас Абдрахманова, Нургазы Джайнаков, Рызбек Мазаитулу, Алато 24, Баткенская область.